Позже в том же основном составе на совещании в Магасе обсудили дегазификацию субъекта и программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Продолжит тему Муслим Ганиев. Уровень газификации в республике составляет почти 80%, что выше среднего по стране. На сегодня газифицировано около 65 тысяч индивидуальных домовладений и квартир. Также ведется проектирование газопровода в Жайрахском районе, который позволит обеспечить ресурсами детский оздоровительный лагерь Эрзи и объекты туристического кластера. Всего же газораспределительная система составляет свыше 3000 километров. Ингушетия находится на 55-м месте в рейтинге регионов с присвоенными 36 баллами из 58 максимально возможных. Мы когда-то считали, что в Ингушетии проблемы с газом, с газификацией не так много. Во всех населенных пунктах газ есть. Отлично понимали, что состояние сетей, конечно, нуждается в серьезном внимании и приведении в порядок. Но когда президент дал поручение «Газпрому» ускорить процесс газификации в стране, а самое главное – уменьшить затраты населения на проведение газа в свой дом, мы поняли, что даже такой газифицированной республике, как Ингушетия, потребность в этом исполнительном поручении присутствует. Это подчеркивает то значительное количество домовладений, которые расположены в газифицированных населенных пунктах, но газа в своем доме, по крайней мере официально, еще не имеют. И я вас призываю к тому, чтобы мы в этом году, используя те механизмы, которые существуют сегодня у нашей дочерней компании, работающей на территории республики, активизировали эту работу, как разъяснительную с населением, значит, возможности поддержки каких-то социальных групп населения, там, где президент дал поручение с использованием федеральных средств улучшить поддержку этих групп населения. И там, где, может быть, мы другие ресурсы для этого найдем, все-таки ускорили этот процесс газификации уже построенных домовладений. И я хотел бы последнее что сказать, это обеспечить поставку газа в вновь строящиеся объекты социальной инфраструктуры, это школы, детские дошкольные учреждения. Мы сегодня поучаствовали в первом таком объекте, в котором мы, исполняя поручение руководителя нашей страны Владимира Владимировича Путина, свои задачи выполнили. Заверяем вас, что и по всем остальным объектам, сегодня мне сказали, что будет построено там несколько десятков новых школ за ближайшее время. Да. Вот. Мы свои задачи перед вами выполним. Один из вопросов, который обсуждался на заседании, касался погашения долгов за газ и повышения уровня платежей. Ингушетия по газовым долгам находится на 4-м месте среди 7 регионов округа. Просроченный долг на начало января текущего года достиг 9 миллиардов рублей, что сопоставимо с полной неоплатой в течение 1 года и 9 месяцев. При этом в прошлом году был списан безнадежный долг населения в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Махмуд Али Калиматов отметил, что региону важно системно работать совместно с руководством и специалистами ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Межрегионгаз». Одну улицу берете, отработали, потом вторую улицу берете, отработали. Понимаете, я просто вам цифру скажу. Здесь 2 миллиарда денег недополучает от нас «Газпром». Вы понимаете, что это? В год. В год. 2 миллиарда. И я вам не скажу, что этих сумм нет. Особое внимание обратить вот эти вот киоски, много раз уже говорили. Нарушение всех и вся. Но я не говорю, что мы на себя берем. Но и Льянову Альберту тоже нужно заниматься, но с постоянным диалогом с главами районов, городов. Постоянно нужно. Вот. Выходить с предложением. Если нужно, председатель всегда соберет ту или иную категорию людей. Вплоть до меня, если есть основания провести то или иное совещание, я никогда не откажу вам. Потому что самое страшное 13 случаев. И знаете, сколько у нас погибли? Это вот за этот год говорю, о прошлом году, в 2021 году, о 2022 году, в 2020 году. Конкретно, значит, работа в части нормативных актов с администрацией, практическую работу глав районов, городов
работаете и готовьте на Кордсовет. Вот уже к концу там ваши результаты, я знаю, что мы сразу не сделаем. Я понимаю, что это, я тоже разумно. Но чтобы я видел динамику, чтобы я видел. Еще один вопрос, который поднимался на совещании, это реализация программы дегазификации. На сегодня поступило более 1300 заявок, из них около 700 заявок принято в работу и более 600 отклонены, в том числе 145 по инициативе заявителя, а большинство из-за отсутствия необходимой документации. Мы со своей стороны подтверждаем, что полную готовность финансовую, материальную и людскими ресурсами эту задачу выполнить. И должно быть из этих 4000, вот такой себе поставим ориентир, чтобы 3000 в этом году было новых потребителей для нас, а самое главное, удобной жизни для ваших жителей. Среди проблемных вопросов региона было отмечено отсутствие мер социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования. В рамках совещания было сообщено о подготовке нормативного акта для введения подобных субсидий для жителей республики. Кроме того, правительству Ингушетии было дано поручение об оказании содействия в оперативном решении вопросов выделения земельных участков под объекты программы развития газоснабжения и газификации, а также помощи населению в подготовке домовладений к приему газа в утвержденных объемах и сроках. Муслим Ганиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.